Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и начинаем с истории ТАССР. В этот день, в 1928 году, была открыта первая меховая фабрика в Казани. Для развития меховой промышленности столица Татарстана была выбрана не случайно. Сказалось ее выгодное географическое расположение, а также наличие в Новотатарской слободе неиспользуемых корпусов частных заводов. В 1941 году в этот день в Казань начали поставлять оборудование из эвакуированного Московского авиационного завода имени Горбунова. Всего в столицу республики эвакуировали свыше 70 предприятий. В свою очередь, Казань поставила фронту более 21 тысячи самолетов. А казанский небесный тихоход стал легендарной фронтовой машиной. В 2002 году по новому мосту через Каму у Сорочих гор проехали первые машины. Это событие прошлого. А сейчас о главном на сегодня. Всеми цветами российского флага. Это очень оригинально и интересно. Ко дню флага казанцы создали огромный триколор прямо на центральной улице города. Как создавалась 100-метровая художественная композиция, увидел Ирамиль Шайдуллин. Новая жизнь Алафузовского театра. Знаешь ли ты, помнишь ли ты? Кто заселится в полностью обновленное здание и как новые хозяева относятся к привидениям, расскажет Вероника Гайнутдинова. 15 тысяч в награду за ЕГЭ. География, вообще в целом эта наука всегда меня привлекала. И мне бы хотелось еще углубленнее изучать ее. Сколько татарстанских выпускников получат премию за свои 100 баллов, выяснила Юлия Гоголева. Железные люди борются за золото. Тренер крикнет: давай работай до конца. И там уже все, там не думаешь. Испытания водой и бегом. Чем запомнился всероссийский чемпионат по акватлону на Лебяжьем, увидела Зарина Ахметова. Рустам Минниханов сегодня призвал жестко контролировать качество питания в летних лагерях. На традиционном субботнем совещании он подверг критике все ответственные за это организации и ведомства. Роспотребнадзор сообщил, что по результатам проверки треть лагерей допускают нарушения при организации питания. Президент потребовал разобраться с каждым случаем детально и призвал к строгому соблюдению всех санитарных норм, в том числе и школьного питания. Кроме того, Рустам Минниханов заявил, что несмотря на третий этап снятия ограничений, на который перешел Татарстан, угроза коронавируса не исчезла. Несмотря на то, что мы перешли на третий уровень, успокаиваться нельзя. Мы оставили маски и ушли от перчаток, но там, где нет перчаток, должны быть средства дезинфекции везде. Ну и люди должны понимать, что социальная дистанция, дезинфекция, маски – это некие требования, чтобы защитить себя. Как сообщила в своем докладе руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Потяшина, пока половина школ не обеспечена всем необходимым для профилактики коронавируса. Ведомство проверило 211 школ, и по итогам почти 63% из них не имели достаточного количества бактерицидных облучателей. Руководитель ведомства озвучил и статистику по коронавирусу. За сутки 30 новых случаев. Общее число заболевших в республике составляет 6250 человек. Третью неделю темп прироста новых случаев не превышает 0,5%. Среди субъектов Российской Федерации по показателям заболеваемости мы занимаем 82-е место. Тем временем за 2 недели, сообщила Потяшина, было выявлено 24 завозных случая. 5 из них из курортных зон страны. Это города Крыма и Краснодарского края. Зафиксированы случаи завоза коронавируса из Турции. Напомним, с 20 августа Росавиация разрешила авиаперелеты из Казани в эту страну и обратно. Накануне оттуда прибыли более 250 человек. Напомним, что с 1 августа все возвращающиеся из-за рубежа в Россию граждане обязаны пройти тест на ковид в течение 3 дней после прибытия. Возможность это сделать появилась прямо в аэропорту. Тест методом ПЦР платный, но доступен любому желающему. Далее о результатах теста необходимо сообщить на портале госуслуг в специальной вкладке. Те, кто не зарегистрировался на сайте и не загрузил данные, попадут в список МВД Татарстана. За нарушение предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Чтобы не омрачить отдых по возвращению, впечатления от отдыха, мы настоятельно рекомендуем все-таки исполнить постановление и принять все необходимые меры
по прохождению обследования на новую коронавирусную инфекцию. Сегодня Россия отмечает День государственного флага. По случаю праздника Рустам Минниханов разместил в своем Инстаграм специальный ролик, приуроченный к этому дню. Цвета флага мы знаем с детства, говорится в видеоролике. Белый – символ мира и благородства, синий – гармонии и верности, красный – мужество и любовь к отчизне. Нас вдохновляют подвиги наших земляков. Где бы мы ни были, эти идеалы живут в наших сердцах, придавая сил и указывая верный путь. И каждый раз, когда мы видим родной флаг, гордо реющий в небесах, эта сила пылает в наших сердцах все ярче и ярче. С Днем флага татарстанцев поздравил и председатель Госсовета Фарид Мухамедшин. Он подчеркнул, трехцветный стяг объединяет народы России в стремлении к укреплению государственности и защите национальных интересов. Также глава татарстанского парламента отметил, сегодня мы должны быть достойными священной памяти предков, которые создавали славу и величие Отечества. Совместный созидательный труд, общая решимость сберечь мир и согласие, сохранить и приумножить многообразие народных традиций и обычаев. Эти фундаментальные ценности легли в основу обновленной Конституции, стали мощным стимулом к дальнейшему укреплению могущества российского государства, говорится в поздравлении. Главные цвета на главной улице города в Казани сегодня создали огромный российский триколор. Сотни жителей столицы и гостей сделали это на улице Баумана, причем в прямом смысле своими руками, оставив их оттиски на 100-метровом полотне. Как большая идея нашла гигантское воплощение, увидел и Рамиль Шайдулин. Как расположен? Как вам хочется? Здесь рады каждому прохожему. Чем больше людей присоединится к акции, тем эффектнее будет результат. Многого не нужно. Взять баллончик и распылить краску через трафарет. Гостья Казани Марина Батыргараева делает это в первый раз. Это очень оригинально и интересно. Вадим Абсалямов к акции на Баумана присоединился с сыном. Вместе они сначала наносят синий, потом белый, а потом красный. Цвета российского флага. Дети, поколение, чтобы они видели, знали, что это. Так, вкладом каждого сотни оттисков собираются в одну общую картину. Причем общую во всех смыслах. Ведь это станет одним из самых больших флагов нашей страны. Казанцы и гости города создают 100-метровый российский триколор. Эта масштабная акция проходит в первый раз. В 10 утра здесь расстелили простое белое полотно. Уже через несколько часов оно начало окрашиваться в цвета российского флага. К акции присоединился и министр молодежи республики Дамир Фаттахов. Пригласила молодежь. Очень радует, что это инициатива самой молодежи. Меня в том числе через социальные сети пригласили принять участие. Я и утром еще им отписал, что я постараюсь, будет время, обязательно пройду. Свой вклад в гигантский флаг внесла и заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева. Ее оттиск красный. Это такая общность в моменте создания государственного символа Российской Федерации, флага, тем более в день, когда мы празднуем День российского флага. Акция приурочена ко Дню российского флага. Сегодня его цвета видно и с высоты птичьего полета. Рамиль Шайдулин, Владимир Илларионов, ТНВ, Казань. Россия в 8 тысячах детских рисунков. Сегодня в Казани объявили победителей республиканского конкурса «Дети рисуют страну». Он был приурочен ко Дню российского флага. Свои работы прислали школьники со всех районов Татарстана. В этом году жюри выбирало финалистов в 3 номинациях: «Безопасные дороги», «Столетие ТССР» и 75-я годовщина Великой Победы. На праздник пришел и председатель Госсовета Республики Фарид Мухамедшин. Дети, они на наших глазах растут, познавая и историю в год столетия, и вопросы 75-летия Победы. Наши дети больше узнали о заслугах своих дедов, прадедов. Я рисовала страну и девочку. Я нарисовала безопасные дороги. Наши дети настолько тонко чувствуют, что происходит в сфере безопасного дорожного движения, что, конечно, впоследствии мы сможем себя чувствовать в полной безопасности на наших дорогах. Внесли большой вклад в экономику и градостроительство, а также в становление национальной культуры и местной интеллигенции. В истории Узбекистана татара – его неотъемлемая часть. Здесь находится одна из крупнейших татарских диаспор. Наши соотечественники чувствуют свое единство с исторической родиной и столетие ТССР воспринимают как свой праздник.
Ташкент – столица Узбекистана, яркой и красивой страны Средней Азии. И здесь проживает одна из крупнейших татарских диаспор – около 300 тысяч человек. По специальному указу татарам были выделены земли на левом берегу Салары. Первые татары нашли убежище в Узбекистане в XVI веке. Они бежали в страну от насильственной христианизации. Спустя столетия сюда переехали татары-купцы, переводчики, а в XVIII веке в Ташкенте была основана татарская слобода. Одной из первых построек стала школа. Со временем, когда возникла новометодная школа, джадиды, вот этот татарский мактаб, один из самых первых, можно сказать, первым в Туркестане, стал новометодным джадидским. Татары всегда занимали ответственные посты в органах власти. Наши учителя внесли большой вклад в становление узбекской интеллигенции, а деятели искусств стояли у истоков узбекского национального искусства. Известная балерина, наша соотечественница Галия Измайлова, воспитала десятки талантливых учеников. Строительство промышленных объектов во второй половине прошлого столетия открыло новую веху в истории татар Узбекистана. Здесь обрели дом наши соотечественники из Поволжья. Мы оказались волей судьбы на этой благодатной узбекской хлебосольной земле. Мы себя чувствуем здесь комфортно. И молодежь, и старшее поколение сегодня активно участвуют в мероприятиях, которые объединяют местных татар. Татарский диктант тому подтверждение. Фарвиза Минибаева родом из Татарстана. В Узбекистан приехала в юном возрасте. Уже 65 лет проживает вдали от родины, но бережно хранит все традиции, как и многие наши соотечественники. Я не забыла свой родной язык. Общаюсь с местными татарами, читаю книги на татарском. Мои дети и внуки знают родной язык. Татары Узбекистана чтят национальные традиции, любят родной язык. Несмотря на то, что проживают почти в 3000 километрах от исторической родины, чувствуют тесную связь с ней и столетие ТССР воспринимают как свой праздник. Светлана Спирина, Гульнас Мирхалилова, Сарвинас Каримова, Узбекистан, Татарстан. Тем временем десантники продолжают отмечать свой юбилейный год. В Ульяновске завершился чемпионат ВДВ по парашютному спорту. 120 спортсменов со всей России 10 дней покоряли небо в качестве наставника и почетного гостя. Самый возрастной десантник страны – наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны Павел Клетнев. Ему уже 96. Наталья Мезина о том, как высота связала поколение. Корпус, носки. Еще раз отработать каждое движение на земле и проверить снаряжение. Уверенный шаг, и вот он, миг свободного полета. Сегодня здесь, на бескрайних просторах, 120 спортсменов. Они оспаривают звание лучших парашютистов страны. С земли за небом пристально следит Павел Клетнев, участник Великой Отечественной войны. Он сражался под Ленинградом, освобождал от фашистов Европу. Какой может быть страх? Идет война кровопролитная, самое тяжелое время. Нас не спросили, ты хочешь быть, не хочешь десантником? И сейчас, а ему 96, его силе духа могут позавидовать многие. С парашютом прыгал всего 2 года назад. А сегодня здесь он почетный гость и наставник. Для меня это удовольствие. Так же легко однажды вызов неба бросил и Владимир Иванычев, участник еще первого чемпионата. Вспоминает, как 60 лет назад сюда приехали простые ребята. Все были пацаны молодые, представляете? Влюбленные в небо. По окончанию чемпионата отобрали самых лучших, и он бы стал костяк этого воздушно-десантных войск. В этом году чемпионат воздушно-десантных войск юбилейный, 60-й. Растет престиж профессии. Об этом говорят и руководители кадетских школ. 11 воспитанников, как я сказал, уже поступили в Рязанское десантное училище. 2 уже офицерами служат в воздушно-десантных войсках. Вот. Поэтому дети рвутся, дети хотят прыгать с парашютом. На этих соревнованиях свои победители. Всех их объединяет любовь. Это не они покорили небо, это небо покорило их. Наталья Мезина, Рамис Сафин, ТНВ, Ульяновск.
Известное здание Алафузовского театра получит новую жизнь. Здесь завершаются реставрационные работы, и к переезду в свой дом готовится молодежь. В Алафузовском дворце расположится музыкальный театр «Созвездие Йылдызлык». Объект культурного наследия, построенный в конце XIX века, обновлен полностью. При этом перед строителями стояла сложная задача не потерять исторический облик здания. Как вековая история со своими тайнами уживается с молодежью, расскажет Вероника Гайнудинова. Алафузовский дворец построен купцом Иваном Алафузовым еще в XIX веке как училище для рабочих. Здесь они получали специальность, посещали библиотеку, слушали лекции. А позже дворец стал народным театром. Сегодня он полностью трансформируется в молодежную арт-резиденцию. Теперь это дом музыкального театра «Созвездие Йылдызлык». Да, он стоял долго, да, в нем не было жизни. Но сейчас, когда я вошла в него вновь, когда я увидела эти белоснежные стены, когда я вижу эту роспись, надеюсь, что мы вдохнем в этот театр новую жизнь. Новая жизнь начинается с полной реставрации. Как сохранить и сам объект культурного наследия и сделать его суперсовременным. Такая задача стояла перед строителями. Смогли. Теперь концертный зал вмещает 330 зрителей. При необходимости можно опустить под пол кресла и даже оркестровую яму. Зал за 3 минуты можно трансформировать в бальный. Проект в свое время поддержал президент Рустам Минниханов. Он неоднократно отмечал, нужно поддерживать талантливую молодежь и развивать креативные индустрии. Здесь будет уникальная, лучшая в республике, не побоюсь этого слова, может быть и в Поволжье, студия звукозаписи. Сделать так, чтобы сам молодой человек занимался творчеством, а профессиональные люди просто сделали свое дело. У нашей творческой молодежи появляется реальная площадка для того, чтобы каждый район, каждая молодежь могла приезжать сюда, набираться опыта у других районов и давать потом концерты. Алафузовский дворец – настоящий дом для творческих коллективов. Театр танца «Дорога из города» сможет здесь тренироваться. Репетировать будут молодые оперные певцы, а работать выпускники ГИТИСа Щукинского театрального училища. Здание Алафузовского театра хранит не только вековую историю, но и тайны. Поговаривают, что здесь даже живет привидение. Даже если это и так, новые хозяева знают, что с этим делать. Если привидения хорошие, мы с ними подружимся. Если оно здесь живет, то точно любит творчество, говорят артисты, и ждут открытия дворца. Оно уже скоро. Реставрация завершится к 27 августа. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. На следующей неделе в вузах республики должны появиться списки тех, кто поступил на бюджеты. В первых рядах будут 100-бальники. Кто-то набрал максимальный результат по одному предмету, а кто-то сразу по 2. Есть такие герои в Зеленодольске. С выпускниками инновационной школы встретилась Юлия Гоголева. Они и раньше были звездами школы, а теперь фамилии на доске почета. 100-бальницы из 3-й гимназии Настя Насыхова и Даша Трофимова все последние годы учились в одном классе. Теперь и жить будут вместе. Поступили в Высшую школу экономики в Москве. Зашла в свой кабинет, увидела 100 баллов, не знаю, прыгала по квартире. Сразу позвонила маме, сказала: сядь. К ЕГЭ по математике Настю готовила классная руководительница. Елена Николаевна признается, этот предмет на 100 написать гораздо сложнее, чем другие. Потому в школе так гордятся Настей. Впрочем, в 11-м средняя оценка по математике 80+. И, конечно, это заслуга учителя. Иногда моя личная дочка обижала, что я уделяю им больше внимания, чем ей, родной дочери. Как родных детей и учеников воспринимает и учительница русского языка Людмила Коновалова. Она и сама заканчивала эту школу, пришла сюда сразу после института. 100 баллов Дарьи Трофимовой – настоящий подарок к ее педагогическому юбилею. Это было, знаете, такое счастье, такая радость. То есть мы вместе с ней плакали. По русскому языку 100 баллов были неожиданными. Я помню, как я проснулась, зашла на сайт, посмотрела результат и такая: это точно мое. В 3-й гимназии Даша стала единственной 100-бальницей сразу по 2 предметам. Кроме русского, она отлично написала и обществознание. Уверена, такой весомый багаж поможет осуществить мечту, дорасти до крутого специалиста по инвестициям. Двигаться к ней девушка будет, вспоминая слова учителей. Не переживай, ты все знаешь и все сможешь. 3 100-бальника по основным предметам 2 года подряд. Результат закономерный, говорит директор гимназии. Каждый учитель здесь постоянно креативит. Как процесс обучения сделать еще более увлекательным? Обычная школа издала 21 сборник научных статей. И в этом году мы стали инновационной площадкой Российской академии наук. 3-я гимназия в Зеленодольске в этом году стала 5-й по количеству 100-бальников по профильной математике и русскому языку. И, по словам директора, дело не только в инновациях. Просто это одна большая дружная семья. Юлия Гоголева, ТНВ, Зеленодольск.
Вот так заканчивается неделя. Интернет-версию прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Ну а сейчас самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Всем привет! Ура, ура, ура! Вы еще, наверное, не слышали новость. Разрешены международные вылеты из Казани. Именно так сейчас радуются турецкие курорты, потому что туда хлынет толпа казанцев. Потихонечку возвращаемся к нормальной жизни. Какие еще интересные новости обсуждались в сети? Сейчас узнаем. Это рубрика «В сети». В Казани замечены бесстрашные ребята. Не знаю, подстава это или нет. Причем не удивлюсь, что они специально нарушили, чтобы их остановили, и чтобы они сдули колесо. У парней, видимо, 9 жизней, как у кошек. Ситуация, конечно, спорная, да и опасная. Я бы не рекомендовал этого повторять. Ведь, как говорится, смеется тот, у кого нет штрафа. Владислав Алексеев из Набережных Челнов стал героем в сети. Парень спас бабушку, вытащив ее из горящего дома. Супергерою в городе подарили новый смартфон. Побольше бы таких смелых и храбрых людей. Молодец! И это, друзья, не Беларусь, это в нашей соседней республике. Самые обсуждаемые новости этой недели – башкиры борются за свое национальное достояние, за свою гору Куштау, которую содовая компания решила разрабатывать для производства. Башкиры несколько дней защищали гору, а потом начались переговоры. И вроде как успешно. И я даю слово вам всем здесь, на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение. Новый челлендж покоряет мировую паутину. Его суть в том, что пользователи подкидывают обувь и меняют свой образ. Я, конечно же, тоже решил снять свой вариант, и вот что получилось. А сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Для начала у нас Рустам Минниханов с будущими космонавтами в Мензелинске. Там, наверное, скоро будет своя МКС – Мензелинская космическая станция. Далее у нас стильный Рустам Минниханов в очках. Президент также показал личным примером, что Казань – спортивная столица. Красавчик! Пишут пользователи в комментариях. Также президент случайно в Москве на Красной площади встретился со спортсменом Алексеем Немовым. Готовимся к столетию. Кстати, о президенте, а точнее о президентских выборах, которые будут 13 сентября. Пользователи решили пофантазировать и предположить, какие слоганы могли бы быть у известных людей, если бы они баллотировались в президенты. Каждому жителю республики по красивому пиджаку. От Владимира Леонова. Тут у нас и Фирдус Тимаев, и Наиль Маганов, Зухра Уразбахтина, и небезызвестные близняшки, и, конечно же, Данис Зарипов. Получилось очень даже забавно. Можете тоже себе сами придумать слоган. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте Алексей Навальный. На втором месте Валентина Легкоступова, известная исполнительница хита «Ягода малина ушла из жизни». И замыкает тройку матч Рубин-Урал, который завершился ничьей 1-1. И напоследок вам зажигательные танцы из парка Урицкого. А я с вами прощаюсь. Будьте в сети. Пока! Здравствуйте! Прогнозы синоптиков радуют, и в воскресенье ожидается вполне комфортная погода. Будет сухо и тепло. Об этом позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2 167 166. «Данил Мастер» – забота о вас.
По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-восток республики возвращается очень теплое лето. Переменная облачность и без осадков 21 градус тепла. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков и также солнечно. Тут еще теплее, плюс 23. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше ожидается малооблачная погода, без осадков. Столбики термометров покажут 22 градуса со знаком плюс. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси тоже становится теплее, плюс 23, без осадков. Малооблачно в Болгаре, Држаном, Буинске. В этом районе также не прогнозируются дожди. В центральные районы, в Чистополь, в Альметьевск, Мамадыш поступают теплые воздушные массы. Ветер умеренный, температура повышается. Солнечный антициклон спешит в наши края, и в понедельник станет еще теплее. И еще одна интересная информация. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6,5 тысяч рублей в месяц. Звони 295 77 77. Ипотека от 6,5 тысяч рублей в месяц. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки и на сайте akbars-dom.ru. В Казани в воскресенье ожидается ясная погода без осадков. Ночью плюс 12, днем 24 градуса выше нуля. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 56%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.